24 ноября 2022 года 44 турка-уйгура погибли в здании, двери которого были заперты снаружи из-за политики нулевого ковида. Прошел год с момента пожара в Урумчи 24 ноября. Уйгуры помнят об этой трагедии. В тот день в результате пожара в 18-этажном доме погибли 44 человека. Большинство были женщинами и детьми. Однако никто не смог им помочь. Регион был закрыт на карантин с планом Китая по снижению COVID-19 до нуля, и поэтому двери зданий и домов были заперты снаружи. Более того, поскольку старшие родственники и мужья многих из тех, кто сгорел во время пожара, находились в тюрьмах и лагерях, женщинам, находившимся в здании, не хватило физической силы, чтобы выломать двери. Китай держит в секрете имена и количество погибших в этой трагедии. Китайская администрация осуществляет как физический, так и культурный геноцид на всей территории Восточного Туркестана. На этом этапе, особенно в таких городах, как Кашгар, Хотен и Турфан, где частично сохранилась культурная цивилизация, разрушается уйгурская, тюркская, исламская текстура, и городам придается китайский облик. Видеозаписи свидетельницы лагеря Зумрет Давуд показывают, что Китай жестоко продолжает свою политику разрушения, насильственного сноса домов уйгуров и обрекания их на рабский труд, втягивая их в экономические трудности. Одновременно с усилением геноцида уйгуров китайский режим пытается увеличить добычу угля во всех регионах, включая Восточный Туркестан, чтобы гарантировать энергоснабжение. Так активизированы усилия по экспорту ресурсов региона в Китай. Энергетическое управление Китая недавно одобрило 2 новых проекта по добыче угля в Восточном Туркестане, продолжая расширять использование природных ресурсов в этом регионе. 2 проекта по добыче угля, одобренные китайским энергетическим управлением в Восточном Туркестане, включают угольную шахту номер 12 в горнодобывающем районе Кебершор и угольную шахту номер 1 Кадаш в горнодобывающем округе Енисар, сообщила 21 ноября Народная сеть Китая. Таможенная служба США начала более строгие проверки товаров из соседних с Китаем стран в рамках борьбы с принудительным трудом уйгуров. Как сообщает «Голос Америки», по данным таможни США, в сентябре из Малайзии и Вьетнама запретили электронную продукцию на основе солнечных панелей и микрочипов на сумму $74 миллиона, в том числе продукцию, созданную с привлечением принудительного труда уйгуров. С июня 2022 года правительство США официально ввело в действие закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, который вводит более жесткие наказания. Военно-техническая поддержка России со стороны Китая не ослабевает. Китайская администрация планирует построить подводный тоннель под Керченским мостом между оккупированным Крымом и Россией, чтобы помочь России. Согласно новости, подготовленной The Washington Post 24 ноября 2023 года на основе переписки, предоставленной украинскими спецслужбами, российские и китайские компании провели секретную встречу в октябре 2023 года. Создан секретный консорциум для строительства подводного тоннеля между оккупированным Крымом и Россией. В рамках соглашения об обмене пленными, достигнутого между Израилем и Хамасом, сегодня будут освобождены 42 палестинских и 14 израильских заключенных. Согласно заявлениям, сегодня Хамас передаст еще 14 заключенных. Взамен администрация Тель-Авива освободит 42 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.